есть две красные линии, которые, например, для вот ветеранов или для людей, воевавших, да, они будут вот точно красными линиями. Первое – это любые попытки организации совместного патрулирования с боевиками. Вот, это же сегодняшняя новость. Вот какая реакция людей? Резко негативная. То, что это была идея, в том числе, если не ошибаюсь, во время каденции Порошенко, она ходила и обсуждалась, и даже Аваков предлагал подобного плана движения. Это было как пилотный регион, по-моему, если не ошибаюсь, регион Мариупольский предполагался для таких действий. То есть ОБСЕ, боевики, и там Национальная гвардия. Но с точки зрения, безусловно, наверное, приказ могут выполнить, потому что все-таки выполняли же в конце концов приказы о досмотре сепаратистами и российскими войсками, когда въезжали в Донецкий аэропорт. Это было тоже. Но я не уверен, что это ветеранская спільнота, ветераны и действующие военнослужащие это воспримут резко негативно. И вторая красная? И вторая красная линия – это разведение. Потому что как бы ни говорили по поводу безопасности, серой зоны, стены и так далее, если это будет сопряжено с разведением на те позиции 2016 года, то есть если мы оставим такие места, как Широкино, если мы оставим такие места, как Пески, если мы оставим такие места, как Авдеевка, там, где погибло много украинских солдат, где каждый метр буквально, не фигурально, а это в крови наших, которые... Это уже в какой-то степени сакральное. Это сакральное место для Украины. Это еще хуже, чем уход и потеря ДАПа. То есть это можно сравнить по символизму с потерей Донецкого аэропорта. Тогда мы еще выкрутились, выстояли на теме легенды киборги, в которой не выстояли бетон. Но тут я не знаю, чем они просто будут крыть. И отведение как таковое, я не верю, что оно даже возможно. Я не понимаю, что может случиться, если мы разведемся в таком формате. То есть мы разговаривали с Юрой, мы были на фронте месяц назад где-то, и в Широкино мы разговаривали с командиром батальона морской пехоты, который там находится, и мы спрашивали, что вы будете делать. И реакция была, это очень корректно было сказано, потому что в камеру и человек не мог как-то открыто говорить, конечно, они отойдут. Но то, что он после этого сказал, я сразу с армии уволюсь, это 100%.